Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией мирового значения. Узбекистанские студенты не могут вылететь домой. Казахстан и Кыргызстан усиливают меры безопасности. В Туркменистане больницы окуривают верблюжьей колючкой. Респираторные маски подорожали втрое. Что дальше, непонятно. Главная причина, по которой я объявляю чрезвычайную ситуацию, заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Основное беспокойство у нас вызывает возможность проникновения вируса в государства со слабой системой здравоохранения, которые не готовы к его приходу. Таджикистанского независимого журналиста оставили под арестом на 2 месяца. Его обвиняют в разжигании расовой вражды. Несколько дней назад у него нашли литературу на арабском языке. В своих материалах он никогда не занимался разжиганием какой-либо розни. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Китаю предписано регулярно оповещать граждан о распространении вируса, усовершенствовать меры по обнаружению новых случаев заболевания на территории страны и принять меры для защиты медиков от заражений. Пекин обязал вместе с ВОЗ провести расследование причин нынешней вспышки и делиться полной информацией обо всех заражениях. Другим странам мира рекомендовано продолжить мониторинг в международных аэропортах и морских портах. Тем временем в России сегодня зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом. Ими оказались граждане Китая. Акрам Абдукахор собрал самую важную информацию. Это Ухань. Мужчина лежит на тротуаре без сознания. Люди, проходящие мимо него, не осмеливаются подойти. Приехавшая скорая констатировала смерть человека. Точную причину врачи не назвали. С начала эпидемии подобные видео в соцсетях публикуют почти каждый день. Китайские пользователи считают, что некоторые больные коронавирусом теряют сознание и падают на землю. Тем временем Всемирная организация здравоохранения накануне все же признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации заявили, что вирус может распространиться в любой точке мира и рекомендовали всем странам быть готовыми к этому. Несмотря на это, ВОЗ не стала ограничивать свободу передвижения людей и товаров между странами и призвала международное сообщество поддержать страны со слабой системой здравоохранения и уязвимым населением. Главная причина, по которой я объявляю чрезвычайную ситуацию, заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Основное беспокойство у нас вызывает возможность проникновения вируса в государства со слабой системой здравоохранения, которые не готовы к его приходу. В свою очередь, статистика зараженных и умерших неуклонно растет. За последние сутки количество зараженных выросло сразу на 2000, почти перешагнув 10-тысячный рубеж. За это же время число погибших выросло со 170 до 213. Эпицентром вируса остается город Ухань, однако стремительный рост также наблюдается в соседних с Хубей провинциях. Из-за эпидемии по всему Китаю ощущается нехватка защитных масок. В некоторых городах за ними выстраиваются вот такие длинные очереди. Власти обязали компании по производству медицинских средств увеличить выпуск товаров. За станки встали даже управляющие компании. Люди, которые трудятся на конвейере, на самом деле офисные работники. Это административный штат нашей компании, включая водителей, службу безопасности и даже уборщиков. Почему же мы заставили их производить маски? Потому что каждый сотрудник на нашей фабрике обучен этому. Все они могут работать на станке. У нас отличное производственное планирование. Сегодня мы способны произвести порядка 80 тысяч масок в день. Когда на работу выйдут все сотрудники и придет новое оборудование, выработка составит порядка 200 тысяч масок в день. Между тем, из-за эпидемии коронавируса перспектива дефицита на электротехнику в мире становится все реальнее. Из-за вспышки вируса китайские фабрики продлили новогодние каникулы. В частности, китайские производители смартфонов начали переносить сроки поставок оборудования. К ним присоединилась сегодня также американская Apple. По мнению экспертов, это может вызвать рост цен на электротехнику. В Казахстане уже 41 человека проверяют на коронавирус. Днем ранее врачи говорили о 38 госпитализированных. Медики отмечают, что доскональные анализы на опасный вирус проверяют только у тех, кто в январе посещал китайские провинции. Казахстанцы же тем временем массово скупают медицинские маски в аптеках. Шалпан Разбекова о сегодняшней ситуации в Казахстане.
Сегодня стало известно уже о 66 госпитализированных с подозрением на коронавирус. 25 из них были выписаны с улучшением состояния. Медики пытаются хоть как-то сгладить ситуацию и сообщают, что пока ни один диагноз не подтвердился. Как и всю эту неделю, речь идет только о тех, кто 6 января приехал из Китая, а не о всех с температурой. На 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек с температурой и жалобами острой респираторной вирусной инфекции. В стационарах остается 41. Выписано 25. Кстати, по словам ведущего инфекциониста Казахстана, все анализы госпитализированных исследуют в Алматинском научном центре, где медики и выявляют опасный штамм. Мы берем и отправляем пробы для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в городе Алматы. В этом центре освоена методика по полимеразно-цепной реакции по диагностике нового штамма коронавируса. Но несмотря на то, что число госпитализированных растет с каждым днем, чиновники призывают не паниковать. Говорят, ситуация полностью под контролем. Тем временем в двух главных городах Казахстана, как оказалось, наблюдается дефицит респираторных масок. Были опрошены с десяток аптек в Алматы и Нур-Султане, и только в одной журналисты смогли купить маски. И то только в упаковке и в 3 раза дороже. А сколько стоит вот упаковка? Упаковка 1500 тенге. Только так продаете теперь, да? Да. Подорожали? Да. Сколько стало? 30 тенге одна. Один штук 30. А сколько было? 10 тенге. Истерии в Алма-Аты не наблюдается. По всей видимости, маска – это единственное, на что рассчитывают местные жители. Некоторых особенно успокаивает тот факт, что в Казахстане китайский вирус пока выявлен не был. Раздутая очень акция, и надеюсь, что это не сильно страшно заразная болезнь. Я вообще считаю, что этот вирус полный бред. Ну, потому что в Инстаграме статьи пишут, что китайцы просто заработали на этом деньги и все. Знаю много, но особо не боюсь, потому что, насколько известно, пока случаев официального заражения у нас нет. Надо думать о своем здоровье, надо поднимать свой иммунитет, я так думаю. Ну, если об этом не думать, все будет у нас хорошо. Поддерживаем здоровый образ жизни, пьем витамины. Я думаю, минует этот коронавирус нас в Казахстан. Напомню, тщательному обследованию подлежат все прибывшие из Китая, начиная с 6 января. А чтобы держать ситуацию под контролем, Минздрав поручил всем врачам поликлиник лично обзванивать своих пациентов и справляться о их самочувствии. Китай не разрешил эвакуировать из Уханя узбекистанских студентов. Об этом стало известно по итогам встречи посла Бахтиера Саидова с китайскими дипломатами в Министерстве иностранных дел КНР. Как сообщает пресс-служба МИДа Узбекистана, во время встречи китайская сторона проинформировала Саидова, что в настоящее время в стране находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения во главе с гендиректором Тедросом Гебрейесусом. Глава ВОЗ озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан. В Минздраве Кыргызстана предлагают не открывать границы с Китаем до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Напомню, пока контрольно-пропускные пункты соседних государств закрыты из-за празднования китайского Нового года. А вот МИД пытается найти способы вернуть на родину кыргызстанцев, застрявших в КНР. Дарья Тимофеева продолжит. За последние дни в Кыргызстан прибыли 42 человека из Китая. Все они прошли сначала проверку эпидемиологов на границе, а затем повторную в больницах. Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом в республике нет, но медики продолжают наблюдение. Несколько дней в спецпалатах больниц находились кыргызстанские студенты, которые приехали из Урумчи. Сегодня их отправили домой под наблюдение врачей по месту жительства. Спустя пару недель с момента усиления контроля появляются первые жалобы в соцсетях на действия эпидемиологов. Мы прилетели из Китая, прошли миллион проверок в 3 аэропортах, но на границе в Кардае нас снова проверили температуру и так далее. Потом засунули всех в этот ВАЗик без отопления и условий. Нас было 11 человек, машина рассчитана на 6-7. Ладно мы, но дети весь этот час, пока мы ехали до Канта, мерзли, плакали, были голодные. Измерили температуру и отпустили. Это и есть все обследование на коронавирус? Ради этого мы тащили сюда? Бред полный. МИД тем временем ищет способы вернуть в Кыргызстан студентов, застрявших в эпицентре заражения Ухане. Дипломаты просят кыргызстанцев в Китае, которым нужно содействие ведомства, сообщить свои контакты.
Обращаем также внимание, что студентами Кыргызской республики в КНР в соцсети WeChat созданы различные группы, в каждой из которых зарегистрировано от 200 до 500 участников, в том числе сотрудники загранучреждений Кыргызстана в Китае. В настоящее время Министерством иностранных дел и посольством Кыргызской республики в КНР прорабатываются различные варианты вывоза граждан Кыргызстана, находящихся в Китае, в частности в городе Ухань. Минздрав предложил закрыть границы с Китаем, а точнее не открывать их после праздников. Медики считают, что не стоит восстанавливать сообщения до улучшения ситуации с коронавирусом в Китае. Погранслужба сообщила, что рубежи должны были открыть еще вчера, но пока это не сделано. Дату возобновления пропуска лиц обещают сообщить позже. На правительственном уровне введен временный запрет на вывоз медицинских масок из страны. Как только появились первые сообщения о коронавирусе, эти средства защиты стали массово скупать. Минздрав обещает завести еще около 500 000 масок в ближайшие дни, а пока просит сотрудников аптек не продавать больше 20 штук в одни руки. А вот в Туркменистане собственные особенные методы профилактики вирусных заболеваний. В городе Мары помимо дезинфекции больницы, детские сады и школы окуривают верблюжьей колючкой, сообщает туркменское бюро «Радио Свобода» Азатлык. Это специально не анонсируется, но власти таким образом хотят предотвратить распространение коронавируса. Кроме того, на предприятиях города делают уборку хлоркой. В школах преподаватели говорят детям тщательно соблюдать личную гигиену. Если ребенок приходит на занятия с простудой, его сразу отправляют домой. Семейных врачей обязали совершать подомовой обход на своих участках. В областном санитарно-эпидемиологическом центре создали спецгруппу, которая дежурит каждый день. Медработники в Мары говорят, что эти меры направлены на борьбу с вирусами, но не упоминают о ситуации в Китае. В официальных СМИ Туркменистана о коронавирусе не было сказано ни слова. Мы продолжаем говорить с теми, кто находится сейчас в самом Китае. Сегодня наша собеседница Юлия Карпенко. Она уже год живет в Гуанчжоу. Это многомиллионный мегаполис на юге страны. Вот ее рассказ о ситуации в городе. С первых дней, когда оповестили о том, что обнаружен вирус в Китае, конечно, все побежали в аптеки за масками, и начался дефицит масок. Скупали маски коробками, чтобы хватало на всю семью. На данный момент паники никакой нету, все живут обычной жизнью, и вы знаете, сейчас в Китае новогодние праздники, они должны были уже закончиться, но из-за вируса продолжили каникулы, но китайцы возвращаются обратно в Китай, в город, в Гуанчжоу, где мы сейчас живем. Не наблюдается никакой паники, все в порядке. Паники в магазинах нет. Буквально сегодня были в крупном супермаркете, на кассах нету никаких очередей. Все спокойно покупают привычные им продукты. Нет, мы не боимся, мы гуляем на улице с ребенком. Конечно, мы одеваем маски на лицо, как и все здесь в Китае. Примерно 90% населения носят маски, придерживаются каких-то санитарных норм. Каждый день приходят СМС-оповещения на телефон о том, что будьте осторожны, не забывайте одевать маски, выходя из дома, и старайтесь без надобности не выходить из дома. Об этом оповещают власти. Нам не страшно. Смотрите далее в нашей программе. Таджикистанского независимого журналиста оставили под арестом на 2 месяца. Его обвиняют в разжигании расовой вражды. Несколько дней назад у него нашли литературу на арабском языке. В своих материалах он никогда не занимался разжиганием какой-либо розни. Убийство китайского бизнесмена Айркена Саймайти мог заказать гражданин Сирии. Такой версии придерживаются спецслужбы Кыргызстана. Правда, при этом паспорта подозреваемых исполнителей оказались кыргызскими. Напомню, гражданина Китая, который занимался бизнесом сначала в Кыргызстане, а потом в Турции, убили прошлой осенью в Стамбуле. Случилось это после того, как он рассказал журналистам, как работает нелегальная империя грузоперевозок в Центральной Азии, в которой крутятся сотни миллионов долларов. На очередное заседание парламентской комиссии, которая расследует загадочное убийство, сегодня пригласили директора кыргызского бюро «Радио Свобода» Джибек Бигалиева. Продолжит. Пожалуй, такого резонанса ни одно журналистское расследование в Кыргызстане еще не вызывало. После публикации материала о коррупции на таможне тысячи людей выходили на митинги, а на редакции, которые их публиковали, подали многомиллионные иски. Сегодня на заседание парламентской комиссии, которая расследует убийство китайского бизнесмена Айркена Саймайти, пригласили директора радио «Азаттык» Айзаду Космалееву. Именно благодаря информации, которую Саймайти перед смертью передал журналистам, радио «Азаттык», сайт Клоп KG и проект по расследованию коррупции и организованной преступности смогли рассказать о том, как работает
работает подпольная сеть контрабандных перевозок в Центральной Азии. В Кыргызстане эту схему прикрывали влиятельные люди из таможни. Иностранный бизнесмен, пользуясь связями в кыргызской таможне, делал бизнес, давая миллионные взятки. Другого объяснения миллионным переводам на счет фонда имени отца тогдашнего руководителя таможни в Аше Раимбека Матраимова, позже ставшего заместителем председателя, нет. Впервые о коррупции на таможне журналисты Азатык рассказали еще в 2017 году. А вот уже конкретные масштабы и суммы назвал в своем расследовании Али Тактакунов прошлой весной. Позже Финпол подтвердил, бизнесмен из Китая Эркен Саймайти, который участвовал в серых схемах, смог вывести из страны без малого $1 миллиард. Однако в финансовой полиции считают, что эти деньги не имеют никакого отношения к бюджетным средствам. Было всего 3070 банковских операций. Переводили Аеркен Саймаити, его супруга и Осоо Абдыраз. В основном операции совершались с Турцией и Голландией. Переводы оформлены как платежи на текстильную продукцию. Не в наших интересах было тянуть время, но мы выдержали всю процедуру. При этом сам финполовец признает, ущерб казне все-таки нанесли. С $932 миллионов, которые Саймаити перевел за границу, не уплачено налогов как минимум на $85 миллионов. Сейчас Финполиция и другие органы сообщают, что $700 миллионов – это деньги предпринимателей из Дордоя и других рынков. Эти слова никак не подтверждаются. Все деньги переводились из Аша. А то, что предприниматели из Бишкека якобы отправляли деньги в Ош и оттуда просили перевести, звучит неправдоподобно. Президент требует открытости в борьбе с коррупцией и всегда призывает открыто заявлять о нарушениях. Мы отвечаем этим призывом. Журналисты проводили эти расследования, несмотря на угрожающую им и их родным опасность. На следующее заседание комиссии депутаты решили пригласить бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова. Чиновник считается в стране теневым миллионером. Его уже вызывали на допрос по делу об убийстве Эркена Саймаити в Госкомитет безопасности. Китайского бизнесмена Саймаити убили после того, как он рассказал журналистам о том, кто именно покрывал незаконные грузоперевозки и отмывание денег. Чебек Бегалиева, Азат Антымаков, «Настоящее время. Азия», Бишкек, Кыргызстан. Московский городской суд принял решение о выдворении в Узбекистан правозащитника Эльдора Ганиева. Его регистрацию по месту жительства признали фиктивной. Ни аргументы защиты об опасности возвращения активиста на родину, ни факт поданных документов на предоставление убежища на суд не повлияли. На месте побывал Муса Казаков. Постановление суда Верховного районного суда 18 декабря 2019 года оставить без жалобы, без удовлетворения. Приблизительно такое решение и ожидала услышать защита Эльдора Ганиева. Самого активиста на суде не было, ранее его поместили в ЦУФСИК, а ходатайство об участии правозащитников в судебном процессе не удовлетворили. Российские правоохранительные органы обвиняют активиста по дежурной статье «Фиктивная регистрация по месту жительства». Обычно такое обвинение используют для выдворения граждан стран СНГ из России. Адвокаты Ганиева, тем не менее, не унывают. Отказы в Мосгорсуде по подобным делам для них в порядке вещей. Вся надежда на Европейский суд по правам человека, утверждают юристы. Мы будем обжаловать указанное решение, вероятно, в Кассационный суд общей юрисдикции и, вероятно, в Европейский суд по правам человека, а также продолжать борьбу за предоставление убежища в Российской Федерации. Как утверждают коллеги Эльдора Ганиева, проблемы у активиста начались после его публикации в интернете. Он критиковал власти Узбекистана, которые, в свою очередь, завели на него уголовное дело о мошенничестве. Хотя сам Эльдор не был на родине уже несколько лет. Ранее мужчина был судим в Узбекистане. В тюрьме он отсидел 1 год. Коллеги Ганиева утверждают, что мужчину власти Узбекистана хотят привлечь повторно по этому же делу. Его уже в Узбекистане по этой статье, по этому делу уже привлекали к ответственности сфабрикованно, и он 1 год отсидел. А теперь это же дело много лет спустя еще повторно. А по закону и здесь, и в России, и даже в Африке, и даже в джунглях за одно и то же проступок нельзя дважды наказывать, дважды человека вешать или дважды отрубать голову. К счастью для Эльдора, в России все еще рассматривается его заявление о получении статуса беженца. И пока власти не примут решение по этому вопросу, его не смогут депортировать на родину. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время. Азия», Россия, Москва. Адвокаты Далера Шарипова протестовали решение районного суда Душанбе. Я напомню, журналиста оставили под арестом на 2 месяца, то есть на время расследования по возбужденному против него уголовному делу. Шарипова вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности 28 января. Там его удерживали 3 суток. А накануне ему предъявили обвинение. Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Коллеги и близкие журналиста уверены, что дело против него имеет политическую подоплеку. Анушер Ванарипов расскажет, в чем обвиняют журналиста.
Предварительный арест Далера Шарипова связан с его журналистской деятельностью, считает супруга независимого журналиста. По ее словам, Далер никогда не был сторонником каких-либо запрещенных организаций и является патриотом Таджикистана. Предъявленное мужу обвинение по статье 189, то есть возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, абсурд, говорит она. Семья не согласна с предъявленными ему обвинениями по статье 189 части 1, потому что в своих материалах он никогда не занимался разжиганием какой-либо розни. Далер Шарипов печатался в разных изданиях и был известен своими критическими, аналитическими материалами. В 2012 году даже пытался создать общественную организацию по борьбе с кумовством во власти, но не смог ее зарегистрировать. Из-за его активной деятельности журналиста регулярно вызывали на допросы в ГКНБ, рассказывает супруга Шарипова. Обычно он получал повестки на допрос, но не в этот раз. Он поверил пригласившему его на встречу человеку, подумав, что звонит ему кто-то из его друзей и в шутку не хочет представиться. Он переспросил, кто его приглашает на встречу. Этот человек ему со смехом сказал, чтобы Далер пришел, и тогда он сразу поймет, кто его хочет увидеть. Далер Шарипов был вызван на допрос 28 января в управление ГКНБ по столичному району Шохо-Мансур, говорит его супруга. В этот же день в доме журналиста сотрудники милиции провели обыск и изъяли все книги на арабском языке. Шарипова так и не выпустили с допроса, а накануне решением суда его поместили под 2-месячный арест. И там же ему были предъявлены тяжелые обвинения. Он мне сказал, что все в порядке, что на него не оказывали давления, его не били. В суде я еще не был. Сейчас меня отвезут в СИЗО. Сообщили, что он будет 2 месяца содержаться там. Давление на независимых представителей СМИ в Таджикистане оказывается регулярно, говорит журналист Хайрулло Мирсаидов, который ранее был вынужден покинуть страну. Ложные обвинения являются основным оружием власти, считает он. В 2018 году Мирсаидова приговорили к 12 годам лишения свободы по 3 статьям Уголовного кодекса, а затем под давлением международных организаций выпустили на свободу. Выехавшему из страны на лечение журналисту вынесли еще один приговор заочно. Конечно, история Далера Шарипова точно напоминает мою, начиная с того, как его пригласили, то есть без повестки, а просто навстречу. Первый допрос без адвоката, как и у меня. И когда предъявляют такое серьезное обвинение, то нужны веские доказательства. А как мы понимаем, сейчас их у следствия нет. Поэтому, как и в моем случае, они взяли подписку о неразглашении у адвоката Далера Шарипова. Мирсаидов считает, что на его арестованного коллегу могут оказывать давление в следственном изоляторе, чтобы он дал признательные показания. Но главное, к нему будут приходить неизвестные личности, как и ко мне, и морально его уничтожать, угрожать. И я надеюсь, что у него хватит сил, потому что 189-я статья, это достаточно серьезно, и, например, в следственном изоляторе ее называют младшим братом 307-й, а 307-я это как раз экстремизм. Адвокаты Далера Шарипова сегодня подали апелляцию на отмену решения о предварительном аресте журналиста. Накануне правозащитники также отметили, что власти не имели права задерживать Шарипова на допросе 3 суток. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго и до встречи в эфире. Новый коронавирус из Китая. Паника, фейки и новогодний концерт. Бандера – гитлеровский шпион. Очередная страшилка от федеральных каналов России. Сила Фейсбука. Как социальная сеть может повлиять на предстоящие выборы президента США. Молдова среди стран-лидеров по числу обращений в Европейский суд по правам человека. За 2 десятилетия государство выплатило своим гражданам 16,5 миллионов евро. Как складывается жизнь после решения Европейского суда? И история исчезающего молдавского села. Прогулка с девушкой, которая приезжает домой только в гости.